بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Аль-Фатиха переводится как «открывающая книгу». Первая сура Корана, сура Мекканская, состоит из 7 аятов. Это первая сура по порядку расположения в Коране и первая сура, ниспосланная полностью. В этой суре говорится о совокупности идей в общем значении Корана, который подтверждает единобожие, является благой вестью для верующих, предупреждает о наказании неверующих и грешников, указывает на необходимость поклонения Аллаху, на путь к счастью в настоящей и будущей жизни и рассказывает о тех, которые повиновались Аллаху и обрели блаженство, и о тех, которые не повиновались Ему и оказались в убытке. И поэтому эта сура называется «Уммуль Китаб», что в переводе означает «мать книги». Сегодня мы поговорим о ниспосланном Аллахом священном Коране. Мы начнем с суры Аль-Фатиха, которую знают все, и старые, и млад, и образованные, и необразованные люди. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этой суре «Саб'а аль-Масани». «Саб'а» — это 7 аятов. Вот некоторые из них. Прославление Аллаха, ознакомление с сифатами Аллаха. Сура Аль-Фатиха имеет еще 10 имен. Одно из них — Уммуль Китаб. Все эти имена всемогущий Аллах упоминает в своем Коране. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит о них в хадисах. В чем же величие суры Аль-Фатиха? Одного из достоинств этой суры достаточно, чтобы считать ее очень значимой. Какое же это достоинство? Самое главное поклонение, возложенное на нас Аллахом, не принимается, если не прочитать суру Аль-Фатиха. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что не может быть намаза, в котором нет суры Аль-Фатиха. Если не прочитать суру Аль-Фатиха, то Аллах не примет намаз человека. Намаз — это самое главное из поклонения Аллаху. Всемогущий Аллах возложил его на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, когда поднял его на небеса в Ми'раджи. Величие намаза заключено в чтении в нем суры Аль-Фатиха. Аль-Фатиха – величайшая сура Корана. Она является одной из самых полезных, глубоких и всесторонних молитв в исламе. Сура посвящена великому Аллаху, являющемуся Творцом и Господом обитателей миров. Аллах обязал людей взывать к Нему этими словами в каждом ракаате намаза, потому что каждый человек нуждается в помощи милостивого и милосердного. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В день суда Аллах прежде всего спросит у своего раба, совершал ли он намаз. Если человек совершал намаз, то он пройдет через все поклонения». Величие суры Аль-Фатиха состоит в том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды сказал о том, что если не прочитать суру Аль-Фатиха, то намаз не будет считаться завершенным. Кроме того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во многих местах поясняет ценность и достоинство суры. Начиная намаз, человек произносит намерение «Бисмиллахир рахманир рахим», и каждое поклонение он начинает с этих слов. Когда человек затем произносит «Альхамдулиллахи раббил аламин», Аллах говорит, что раб восхвалил его, раб показал свое почтение к нему. Так Аллах установил намаз между собой и рабом. Когда читают последние аяты, Аллах говорит, что рабу будет то, что он просит. Раб Аллаха начинает намаз со слова восхваления Всевышнего и заканчивает просьбой «дуа». И на это Аллах ему даст ответ. Поэтому, сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, для совершающего намаз возложено сказать в конце «Амин». Если его слово «Амин» совпадет с амином ангелов, то на дуа этого человека Аллах ответит обязательно. Что значит «совпадет»? Если человек будет молиться с уверенностью, что Аллах ответит на его дуа, то его «Амин» совпадет с тем, что скажут ангелы, и он получит ответ от Аллаха на свою просьбу. Сура Аль-Фатиха – одно из двух величайших явлений, которые были дарованы пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и которых не было даровано до него никому из пророков, мир им. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал: «Однажды я сидел в меджлисе, на котором присутствовал ангел Джабраил, мир ему. На небесах возник большой шум.
Ангел Джабраил, мир ему, сказал мне: это открылась первая дверь, из которой вышел ангел. С тех пор, как Аллах создал небеса, этот ангел не спускался на землю. Этот ангел в качестве подарка для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его уммы, принес на землю два сияния — нура. Эти два сияния — сура Аль-Фатиха и последний аят суры Аль-Бакара. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что из-за каждой буквы из суры Аль-Фатиха и последнего аята суры Аль-Бакара Аллах ответит на два просящего. Как это можно объяснить? Аллах ответит на два своего раба из-за каждой буквы этой суры и аята. Настолько они ценны и возвышены. Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передал следующие слова пророка: да будет доволен им Аллах и приветствует. Сура Аль-Фатиха отличается от всех сур священного Корана. Если поставить ее на одну чашу весов, а на другую чашу весов поставить остальной Коран, то сура Аль-Фатиха окажется тяжелее в 7 раз. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал: «Клянусь Аллахом, в руках которого моя душа, Аллах ни в Таврате, ни в Забуре, ни в Инджиле, ни в Коране не поместил суру более значимую и ценную, чем сура Аль-Фатиха. Настолько она глубока и содержательна. Это главная сура. В ней весь смысл Корана и восхваление Аллаха. Она читается при совершении намаза и в других случаях. Ни одному другому пророку, ни одной другой умме Аллах не дал более значимой суры, чем Аль-Фатиха. Это подарок, который Аллах дал нашему пророку. Да благословит его Аллах и приветствует, и его умме». Сура Аль-Фатиха, помимо благ, перечисленных выше, также несет в себе лечебное воздействие на человека. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, особенно подчеркивал силу воздействия этой суры, говоря: «Аль-Фатиха – лечение от любой болезни, кроме смерти». Также он сказал: если ты заболел или жалуешься на что-либо, обращайся к суре Аль-Фатиха, которая является основой священного Корана. Сура Аль-Фатиха – целебная сура. Если с ее помощью лечить больного, то она принесет большую пользу. Асхабы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывали, что однажды в поисках пристанища они пришли к одному народу. Когда асхабы попросили принять их, то люди им отказали. Но одна женщина из этого народа пришла к ним и сказала, что их царь болен. Нет ли среди асхабов лекаря? Один из асхабов встал и сказал, что он вылечит его. Он пошел и прочел над царем суру Аль-Фатиха. Оказывается, царя укусил паук, и от его укуса он очень сильно заболел. И вот этот асхаб стал читать суру Аль-Фатиха, сказав: «С именем Аллаха, милостивого, милосердного». Он набрал слюну и намочил ее рану царя. Так, после каждой фразы из суры он мочил рану слюной. С помощью суры Аль-Фатиха он вылечил больного. Асхабам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подарили овец за то, что их товарищ вылечил царя. Потом, когда они вернулись к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, они рассказали ему, что, прочитав суру Аль-Фатиха, вылечили царя народа, к которому пришли в своих странствиях. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одобрил их действия. Этот рассказ раскрывает еще одно благо от суры Аль-Фатиха. Помимо того, что она знакомит с Аллахом, объясняет значение Корана, эта сура еще и лечит людей. В наши дни многие из людей, читая суру Аль-Фатиха в намазе, даже не задумываются, что допускают очень грубые ошибки, которые меняют смысл аятов. Самой распространенной ошибкой в чтении Фатиха является то, что многие люди не придают значению удвоению и удлинению букв. При таком чтении намаз может быть недействительным, поэтому надо всем обращать внимание на эти ошибки. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Первая половина суры Аль-Фатиха по смыслу является вознесением хвалы Аллаху, выражением благодарности Ему, а вторая половина — это дуа, просьба, обращенная к Аллаху. Поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, сказал:
Я намаз, то есть суру Аль-Фатиха, читаемую в намазе, разделил на две. Мне и рабу моему то, о чем он попросил меня. Пусть Всевышний причислит нас к тем верующим, которым дано постоянство в поминании и в преданности Аль-Фатихе. И пусть эта сура станет для нас проводником в мирской жизни, откроет врата в прекрасные сады вечного счастья. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, сказал: «Читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник за тех, кто его читал».